Как голова болит, ужас какой-то, и все из-за бессонницы. Странно, что в таком возрасте у тебя бессонница. Ничего странного. Я читала в интернете, что такое бывает в любом возрасте. Все от стресса. Что же мне теперь делать? Моя бабушка говорила, что для хорошего сна нужно пить теплое молоко. Попробуешь? Давай. Никак не засыпается. А давай мы тебе колыбельную споем. Думаешь, поможет? Мне всегда помогает. Баю, баюшки, баю, не ложимся на краю, придет серенький волчок, укусит за бочок. Вы так фальшивите, что у меня вообще сон пропал. Не нравится? Сама пой. Мы ж тебя на самом деле выручить хотели. Сама разбирайся. Подождите! Вы же мои лучшие подруги. Придумайте что-нибудь. Я знаю самое верное средство сейчас. Поставь этот диск. А что там? Крики дельфинов или музыка для медитации? Я все попробовала. Ничего не помогает. А ты поставь и узнаешь. Возвращаемся к разговору о содержании образования школьного, в том, что касается русского языка. Но я же говорила, что это самое верное средство. Опять же, возвращаясь, я все пытаюсь понять, какие навыки ребенок должен получить в школе, каким образом эти навыки формируются. Потому что, еще раз скажу, что когда ребенку рассказывают, что вот есть такие стили, сякие стили,